Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что случится с вами в ближайшие минуты, часы и дни, что судьба для вас готовит. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, черепаха показана. Черепаха в каком-то неестественном положении, как будто бы она на задние лапы встала и, не знаю, то ли прыгнуть пытается, то ли как-то вверх карабкается. На самом деле черепаха — это хороший знак. Он может означать как и крепкое здоровье, так и силы вернулись, так и ускорение в каких-то очень затяжных и сложных делах. И также по черепахе могут показать какого-то очень несуразного, медлительного человека, который удивит вас, ну вот действительно перевернув ситуацию с ног на голову. То есть вы от этого человека уже ничего не ждете, и тут человек показывает вам удивительные вещи, да, как будто бы ну вот в цирке, да, какой-то аттракцион. Да, эта черепаха прям произведет на вас впечатление. Что бы это ни было, однозначно вам во благо идет. Дальше показываю человека, который с ножами танцует. Очень глупая идея, абсолютно, скажем так, опасная. И человек, танцуя с этими ножами, сам себя режет. Я не могу сказать, это мужчина, либо это женщина. Ножи очень часто показывают злословие, угрозы, нападки, какие-то вот, скажем так, негативные энергии, направленные в сторону другого человека. То есть человек, угрожая вам, либо говоря о вас какие-то ужасные вещи, сам себя калечит, сам себя режет. И даже этого не замечает. Но когда заметит, я так понимаю, уже будет поздно. То есть человек, пытаясь, например, кого-то настроить против вас, либо навлечь на вас беду, либо опорочить вашу честь, вашу репутацию, сам себя наказывая, да, сам себя ранит, и ничего хорошего этого человека не ждет. То есть, недоброжелатель сам себя уничтожает без вашего участия, и, возможно, вы даже об этом узнаете со временем, да. Это случится сегодня, а вы узнаете завтра, либо через день. Вот это да, вот это чудеса. Удивительная глупость, в принципе, да, нормальный человек не станет гадости делать, либо говорить, а глупый человек, пожалуйста, и наговорит, и сам себя еще и покалечит. Дальше, мои хорошие, показывают, что вы что-то будете получать. Может, вы получаете интернет-заказ, может, вы получаете зарплату, премию, награду, получаете подарок, какое-то подношение, что-то будете получать. И как-то, знаете, все как-то очень либо не ко времени, либо очень быстро, либо ждете вы, допустим, посылку, что она придет завтра, послезавтра, а она сегодня вечером придет, когда посылки уже не разносят, да? Доставку уже не делают. Либо раньше зарплату могут дать, либо человек, который прям очень жадный, такой прижимистый, скряга, никогда ничего не дарил, не давал, и тут на тебе щедрость проявляет. Как-то, да, необычно это все будет. Слава богу, да, не бьют, дают, берите, конечно. Просто, да, вы к этому не готовы, либо слишком как-то быстро все, будет чему удивиться. Дальше. С кем-то вы очень долго будете говорить, то ли с глазу на глаз, да, это такой личный разговор, то ли это разговор по телефонной связи. В мессенджере, возможно, да, в каком-то будете говорить.
Человек, который там расскажет вам все, что было, все, что есть, все, что еще будет, что кушал, чем какал, сколько раз, да, вот прям до таких подробностей, что у вас уже там шарики за ролики, и вы себя максимально чувствуете некомфортно, и даже вам придется как-то оборвать этот разговор. Причем, ну вот вы там говорите, у меня на другой линии там важный звонок. Человек говорит, да не, ладно, там, перезвонят, да, либо ты перезвонишь, давай там типа дальше я буду рассказывать, что я там сегодня кушал. То есть придется даже немножечко грубость проявить. Потому что человек по-другому не понимает, не хочет понимать. Да? У человека там свои какие-то мысли, либо у человека огромные, скажем так, временные карманы, да, и человеку просто нечем заняться, надо как-то время убить. И вот человек нашел вас, либо вышел на вас и пытается вот всю свою жизнь пересказать, да, может быть и такое. Может, это человек, какой-то продавец, да, продает что-то, навязывает по телефону, либо так, да, людей подкарауливает и начинает втюхивать какой-то товар. Но вот я вижу, что вы человек хорошо воспитанный, благородный, спокойный, но тут вы будете очень грубым человеком, да, вы прям, ну, вы скажете, на 3 буквы пошлете и бросите эту телефонную трубку, либо двери закроете перед этим человеком. Но что-то будет, да, немножко прям, я вижу, злитесь, да, на то, что человек такой беспардонный. Так, еще мужчину показывают. Мужчина, который в одежду одевается. Причем одежда вот как полный комплект. Да? Начиная от головного убора, заканчивая там, носочками, туфельками, ну, либо там, кроссовочками. Да? Вот полностью переодевается. Перемены в отношениях с мужчиной, либо мужчина меняет свою позицию, да, настолько сильно, прям кардинально меняет. То есть еще сегодня мужчина был абсолютно с вами не согласен, а уже завтра этот мужчина, он прям топит за вас, он прям с каждым словом вашим согласен, под каждым словом подписывается. И также, возможно, мужчина мог чего-то там наговорить, что все, там, развод, расходимся, больше не увидимся, ты меня больше никогда не увидишь, не услышишь. И тут же он там на следующий день приходит там, с цветами, с подарками, зовет вас в ресторан, говорит, там, прости, засранца, я был не в себе, я не знаю, что со мной случилось, там наговорил тебе гадости, я так не думаю, что-то на меня нашло, может, я был пьян, там, ну, какие-то такие вещи, да, полностью переодевается. И также еще может отыграться, но опять же не у всех, а у кого-то конкретного, что у мужчины, ну, вот, как новая жизнь начинается во всех смыслах слова, да, вот все будет по-новому, и солнце будет ярче светить, и небо будет синее, голубее, и люди по-другому будут относиться, и какие-то вещи мужчина будет по-другому воспринимать. Да? Вот меняется жизнь. Человек переодевается. Теперь он в новой одежде, как в новой роли. Это с левой стороны. Это максимально неожиданно. Так, еще. Здесь каким-то людям очень сильно не повезет. А вернее, попадут в какие-то неудачи, в беды. И это прям страшно. Люди, которые еще вчера с вас насмехались, которые вчера еще вели себя очень дерзко, вели какую-то беззаботную жизнь, такие наглые, такие вот как от вседозволенности у них кружилась голова, либо очень верили в свою какую-то неприкасаемость. На этих людей прям с неба сыпятся какие-то горящие камни, какие-то обломки. Беды, да, это беды на них сыпятся. И, ну да, смеется хорошо тот, кто смеется последним. А может быть, высшие силы так решили проучить этих людей. А может, эти люди от своей безнаказанности вот действительно потеряли контроль над тем, что они делают, и, ну, накликали на свою голову эти беды. И вы знаете, эти люди, они к вам руки будут тянуть. Ну, то есть они будут просить вашей помощи. Ну, типа, помоги, да. Мы над тобой смеемся, мы над тобой там издеваемся, мы булим тебя, а ты нам, значит, помоги. Ну, это прям дерзость несусветная. И, мои хорошие, если вы этим людям откажете, вы имеете полное моральное, этическое право, да, им отказать. Ну и, конечно же, послать, да, и желательно в грубой форме, да, чтобы прям прочувствовали то, что чувствовали вы.
да, чтобы это им как запомнилось, да, надолго запомнилось. И еще, мои хорошие, у кого-то так может отыграться с конкурентами. Допустим, конкуренты, которые вот всячески пытались выщемить вас с рынка, которые ставили вам подножки, которые делали тычки в спину, которые нанимали там каких-то людей, там, да, ботов, людей, там, кто какие-то негативные отзывы писал, там, либо кляузы, жалобы какие-то на вас подавал. Вот именно этим людям будет плохо, и страшно, и плохо, и прям попали. Они попали, вот серьезно попали. Вот. А у вас, наоборот, все будет хорошо. Вот у них все будет плохо, а у вас хорошо. Закон сохранения энергии. Где-то убыло, где-то прибыло. И на то мы сойдемся. Дальше. Я вижу, что вы столкнетесь с каким-то очень широким и многогранным выбором. Допустим, да, вы решили что-то себе купить. Неважно, что вы приходите в магазин, в торговый центр, куда угодно, приходите там на базар, и у вас прям глаза разбегаются от такого изобилия, от таких там красивых вещей, классных моделей. И бывает, люди не могут купить, потому что им не по карману, да, либо потому что цена завышена, либо потому что нет той вещи, которую люди хотят купить, а у вас обратная ситуация. Вы не покупаете, потому что вы не можете выбрать, да, вот такое изобилие, такое разнообразие, что буквально вот кружится голова. И вы думаете, да как так, да нечестно, да почему, и что делать, да я хочу купить все, да, я вот прям хочу все забрать, но все вам не надо, вам нужно что-то одно, да, либо одна модель нужна. И у вас такое странное ощущение, да, вроде как и обидно, а обижаться на что? Да, на то, что изобилие присутствует, на то, что такой широкий выбор, да, как-то тоже странно обижаться. Да, походите, впечатлитесь. И, как я вижу, ничего не купите, либо отправитесь домой для того, чтобы изучить, да, там, почитать отзывы, что все-таки выбрать, да, чтобы не прогадать, потому что хочется купить все. Дальше, мои хорошие, здесь я вижу, что какой-то человек пытается вас, здесь как приманка, да, что-то в виде приманки этот человек там выкидывает, и такой, типа, клюнете вы или не клюнете. Но вы женщина умная, либо вы мужчина умный, опытный, конечно, не клюнете. Но будет интересно. Вот какая-то, знаете, ситуация игры разумов, интеллектов. Но, конечно, вы тут победите. И тот, кто хочет вас на что-то там подманить, приманить, скажем так, ничего не получит. Человек, я так скажу, не оставит своих попыток. Человек может на какое-то время укрыться, уйти в себя, либо спрятаться, да, не попадаться вам на глаза. И знаете, что уловки этого человека в следующий раз будут более изощренными. Приманка будет более какой-то там необычной. Вот. Кто-то очень хочет вас поймать на крючок. Держитесь, как говорится, да, не попадайтесь. Дальше дороги показаны. Куда-то вы будете ходить с правой стороны, да, по каким-то делам, может, куда-то поедете, может, даже и не раз поедете. Дорог больше, чем обычно, либо дороги более дальние, чем обычно. Может, раньше у вас там дом, работа, дом, то теперь вы еще будете там выезжать там куда-то в парк, либо на дачу поедете, либо к кому-то в гости, либо куда-то там в ТЦ поедете. Но в любом случае, как бы это интересно, с правой стороны, это даже полезно для вас. Прогуляетесь, да, физическая нагрузка все-таки, да, походить немножко, не все же сидеть. Как говорится, развлечений будет много. Дальше показывают женщину. Женщина, которая будет прибедняться. Но у женщины нет злого умысла, там, например, это может быть ваша бабушка, это может быть ваша мама, это может быть какая-то другая родственница. Вот она по вам соскучилась, да, может там сказать, что ой, я себя плохо чувствую, там, приедь ко мне, либо там еще что-то придумает, что у нее там что-то случилось. Вот, вы сильно не волнуйтесь, знаете, что человек просто действительно хочет вас увидеть, да, человек по вам скучает. Немножко преувеличивая, да, чтобы все-таки вы приехали. Хотя достаточно было просто сказать, да, что я соскучилась, приезжай, я хочу тебя увидеть. Вы бы, конечно же, приехали.
Так, между мужчиной и женщиной. Тут такие страсти показаны. Ну, взаимно, все взаимно, по взаимности. Я сейчас вам скажу, но опять же, это не у всех отыграется, либо, может, не так, как я говорю, отыграется. Я вижу, что страсть людей как будто бы поймает. То есть, допустим, у вас какое-то мероприятие, либо вы куда-то там с подружками в клуб пойдете, либо, может быть, мужчина, с кем вы давно и хорошо знакомы, между вами ничего не было, а тут такие искры, тут такой огонь, и вот деваться некуда, да, отдадитесь страсти. Возможно, да, для двоих это будет очень неожиданно, а у кого-то еще может отыграться, что вы, допустим, вы пара, вы муж с женой, и вы живете давно, и у вас вроде все понятно, у кого-то прямо и по расписанию, по графику. И тут как бы такая вот импровизация, да, все так спонтанно, и страсть, безумная страсть показана, то есть что-то с чем-то, да, огонь и искры во все стороны. Вот. Ну, кто-то вот через какое-то мероприятие, либо времяпрепровождение там сойдется, и у вас вот любовь, морковь. Ну, а кто-то неожиданно из дружбы очень резко перейдет в состояние любовников, да. Вот просто страсть поймает вас, двоих поймает, да, кружит со всех сторон и никуда не деться. Дальше, мои хорошие, я вижу, что какой-то человек вам так сильно обрадуется, то ли вашему звонку, то ли вашему визиту, то ли просто там какой-то случайной встрече с вами. Прям ушами хлопает, глаза сверкают, улыбка до ушей, настроение фонтан. Вот прям удивитесь, скажете, ну надо же, мне еще так никто не радовался, либо за последнее время никто не радовался. Может, это человек не самый ваш близкий круг, да, может быть, просто какой-то знакомый, но так вам обрадуется, прям как ребенок, как детское счастье увидите. На самом деле будет приятно, да, вот эта радость, она еще такая заразительная. А может, человек вас давно искал, да, выглядывал, хотел с вами встретиться, что-то вам там сказать, рассказать, а тут раз, да, и встреча произошла, может быть, поэтому. А может, в принципе, человек соскучился, а может быть, там у человека что-то такое на уме. Ну, что есть, то есть. Я вижу, что человек вам очень-очень сильно обрадуется. Дальше. Вам нельзя идти на поводу у каких-то уговоров. Вас будут уговаривать на что-то. Не могу сказать, кто это, но человек прям конкретно пытается вас уговорить. Человек ошибается, либо то, что человек считает чем-то положительным, хорошим, это прям к беде приведет. И вас уговаривают, а у вас, видно, сердце не лежит, либо вы что-то вот предчувствуете, да, что что-то здесь не так, да, какая-то муть, какая-то гниль, и лучше в этом не участвовать. А человек там сам из себя выходит, и там, знаете, и уговоры, и угрозы, и умоляния, и обещания, да, все на свете будет. Не соглашайтесь, займите такую твердую принципиальную позицию, не дайте себя уговорить, иначе ничем хорошим это не закончится. Дальше. У кого-то, вот как простуда начинается, скорее всего, да, может, вы с кем-то больным пообщались, да, либо иммунитет снизился. Все-таки весна, да, витаминоз. Мои хорошие, лучше принять какие-то меры, допустим, какие-то препараты, либо народные средства, да. Не надейтесь, что оно там само пройдет, да, либо рассосется. Нет, здесь конкретно нужно с собой заняться. Может быть, это и не вы, может быть, это кто-то, кого вы можете наблюдать, да, кто-то из тех, кто рядом находится. Обязательно нужно принять меры. И тогда все будет хорошо, либо очень легко пройдет, да. Вот. А если игнорировать, если еще переутруждать себя, если еще и, там, не знаю, переохлаждаться, либо, не знаю, на сквозняке посидеть, да, то ситуация может прям конкретно усугубиться. Вам это не надо, вам это ни к чему. Дальше, мои хорошие, обращайте внимание на то, что вам снится, да, вот момент, когда вы спите, что-то вам снится. И также обращайте внимание на мысли, которые вот прямо перед моментом засыпания, либо когда вы просыпаетесь, о чем вы думаете.
Вот мне идет, что через сны прям проходит такая вот информация, которая может вам помочь, либо информация, которая может вас от чего-то уберечь. И она может быть как в мыслях, которые крутятся в голове, прокручиваются, так и в конкретных картинках, сюжетах из вашего сна, из ваших снов. У кого-то еще может отыграться, что не вам приснится, но приснится кому-то из ваших близких. Человек вам свой сон расскажет. Но вот идет мне, что что-то важное хотят сообщить, и сообщат это через сны, либо через мысли. Но опять же, эти мысли либо в момент, когда вы засыпаете, либо когда вы просыпаетесь, да, эти мысли, они присутствуют. Так, еще показывают, что вы прыгнуть сможете. У вас не будет другого варианта, вам придется прыгать. Ну, скорее всего, речь идет о каком-то риске, да, рискнуть, придется рискнуть. И риск, конечно, дело благородное, но в некоторых случаях достаточно нервное, да, потому что человек волнуется, человек переживает, человеку как-то не по себе, да, волнительно на душе. Вот прям я вижу, что вы прицеливаетесь, вы там просчитываете, допрыгну, не допрыгну, сломаю ногу, не сломаю, получится, не получится. И также вижу человека рядом, который захочет вам помочь. Вам помощь не нужна, вы по-любому прыгнете, а человек может вас в какой-то неудобный момент толкнуть, и тогда вы точно не допрыгнете. Вот. Либо прыгайте, когда никого нет рядом, либо попросите людей, которые рядом, удалиться, да, чтобы никто не лез. Скажите, что вы сами справитесь и помощь вам не нужна. Вот. А по поводу этого прыжка, прыжок все-таки оправданный. Вы перепрыгнете, вы допрыгнете, либо вы выпрыгнете из той ситуации, в которой вы оказались. Ну, вот какой-то риск, да, вот наобум. Я рискну, прыгну, не прыгну, допрыгну, не допрыгну, допрыгните. Вот, конечно, нервишки себе пощекотите, но дело будет сделано. Это 100%. Главное, чтобы вас никто не подталкивал, потому что если будут подталкивать, то явно будет что-то не то, либо чем-то нехорошим закончится. Вот такого не допускайте, да? Такие моменты нужно избегать. А еще, мои хорошие, я вижу, что вас с чем-то будут поздравлять. Возможно, у вас день рождения. А возможно, вас будут поздравлять, что вы с каким-то делом справились, либо какую-то сложную задачу решили, либо чего-то добились, что-то обрели. Ну, то есть какие-то поздравления идут. Причем поздравления будут от разных людей и по-разному будут преподноситься. Какие-то прям с нескрываемой завистью, а какие-то прям чуть ли не со слезами счастья на глазах. То есть, в принципе, в такие моменты вы четко можете видеть, да, ощущать, слышать, кто искренне, а кто не искренне. Вот кому-то не понравится, что вы празднуете день рождения, либо цели свои достигли, либо что-то у вас получилось. И человек прям сквозь зубы будет цедить, и на лице прям конкретно будет написано «зависть». Прям такими красными буквами будет сиять, как этими неоновыми лампами. А кто-то прям даже от счастья за вас расплачется, да, вот глаза будут на мокром месте. И вот человек настолько трогательный, настолько искренний, это нельзя сыграть, да, это вот прям от сердца идет. То есть, в принципе, еще раз можете там пересмотреть круг общения и либо убедиться, либо подтвердить, либо узнать, да, кто искренне относится, а кто очень сильно вам завидует. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.